Валею проехали 0,20. Светлоозеро проехали 0,26. Каких-то 9 километров, и дочь Регины Галимовой была бы дома. Мария ехала обрадовать родителей. Неделю назад получила диплом Самарского медуниверситета. Мама и папа ждали Машу на остановке. Когда увидели взрыв... Я как раз вот сидела в машине, это все видела. Потом я на бешеной скорости тоже подъехала уже туда. Хотела туда зайти, уже все бесполезно. Я с мужем была. Муж вообще туда уже залезал. Я его выталкивала оттуда. Дочь погибла на глазах родителей. В автобусе вместе с ней сгорели еще 13 пассажиров. Из них 4 дети. Самому маленькому чуть больше года, 3 подростки. Погибла супружеская пара из Набережных Челнов. Этот рейс стал последним и для декана факультета математики и естественных наук Ижевского университета Али Алиева. У родственников и друзей уже 2-й день слезы и боль. Когда ты работаешь, учишься, веришь, что все будет хорошо, и в одну секунду просто превращается в ад. Судя по СМС, в телефоне мамы погибший автобус быстро миновал близлежащие населенные пункты, а значит ехал с высокой скоростью, делают выводы родственники погибшей. Да, водители виню, потому что они гнали. В шоке сегодня 9 солдат-срочников. Они чудом остались живы. Об этом пишут оренбургские СМИ. Молодые люди опоздали на рейс, а когда узнали о ДТП, осознали. Родились в рубашке. На место трагедии сегодня весь день несут игрушки и цветы. 51-й километр трассы Челны-Альметьевск уже давно заслужил страшную славу. Год назад на этом же месте в ДТП попал этот же рейс Самара-Ижевск. Пассажиры тогда отделались ушибами. А 28 июня здесь в бетонную плиту на большой скорости въехала легковушка. Водитель и 2 пассажира скончались на месте. За 7 дней это место унесло жизни 17 человек. Аделя Кламиц, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.